Уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги, меня зовут Александр Сидоренко. Я являюсь советником Европейского центра исследований и политики в области социального благосостояния. Этот центр находится в Вене, Австрия, где и записано это мое короткое выступление. Я хотел бы прежде всего поблагодарить организаторов сегодняшней встречи за приглашение принять участие и извиниться за то, что ранее принятые обязательства не позволили мне присутствовать хотя бы виртуально на конференции. Естественный вопрос, почему организаторы пригласили меня? Осмелюсь предположить, что приглашение связано с моим участием в научных исследованиях и разработке программ и политики в области старения. Это участие началось в Киевском институте геронтологии и продолжилось в программе Организации Объединенных Наций по старению, которую я возглавлял на протяжении 20 лет. Я горжусь тем, что мне удалось внести свой небольшой вклад в разработку программных документов по политике в области старения и долголетия в Кыргызстане. Самый последний пример – мое участие в подготовке аналитического обзора старения населения Кыргызской Республики, вызовы и перспективы. Содержание этого обзора будет предметом обсуждения на сегодняшней конференции. Инициатива подготовки обзора принадлежит общественному объединению «Ресурсный центр для пожилых», неутомимому вдохновителю и активному участнику программ защиты и продвижения интересов пожилых людей в республике. Проект обзора был активно поддержан Офисом программы ООН по народонаселению Организации Объединенных Наций в Кыргызстане и правительственными учреждениями республики. Работа над обзором почти завершена. В сравнительно небольшом объеме будущей публикации сосредоточены данные о демографическом, социальном и экономическом положении населения пожилого возраста. Основу обзора составили данные Национального статистического комитета Киргизской Республики и материалы переписей населения 1999 года, 2009 года и последней переписи 2022 года. Материалы ведомственной статистики также включены в обзор, а также результаты специальных выборочных исследований. Статистические данные, представленные в обзоре, однозначно свидетельствуют о том, что Кыргызстан является демографически молодым государством, однако он уже вступил в процесс демографического перехода. И этот переход ведет к старению населения. Этот процесс, по-видимому, необратим. Он приносит проблемы, но с ним открываются и новые возможности. Демографическая нагрузка пожилыми в стране медленно, но неуклонно растет. Однако уровень общей демографической нагрузки, нагрузки детьми и нагрузки пожилыми практически не увеличивается. И вплоть до середины текущего столетия он вряд ли превысит уровень столетней давности, уровень 1950 года. Таким образом, у страны есть окно демографических возможностей. Есть достаточно времени, чтобы подготовиться к последствиям демографического перехода и старения населения. Эту задачу призвана решить политика здорового и активного долголетия. Но политика здорового и активного долголетия в Кыргызстане необходима не только для удовлетворения сегодняшних потребностей граждан пожилого возраста, а и для подготовки страны к последующим, более поздним стадиям демографического перехода. Политика здорового и активного долголетия охватывает людей всех возрастов. Политика здорового и активного долголетия призвана способствовать построению общества для всех возрастов, как это было заявлено, предложено и обусловлено в Мадридском международном плане действий по проблемам старения. Опыт других стран, конечно, ценен. Но не менее важны демографические, социальные, экономические, культурно-исторические особенности и традиции Кыргызстана. У Республики Кыргызстан есть все возможности, чтобы подготовиться к демографическим переменам и использовать возможности активного долголетия для развития всего общества.
Спасибо за ваше внимание и позвольте пожелать вам успешной и интересной работы на конференции.